О чем этот митинг? Этот митинг даже не о коррупции. Этот митинг о будущем. Именно поэтому сюда пришло так много молодежи. Это понятно, потому что непонятно, какое будущее ждет молодежь. Непонятно, какое будущее ждет не только молодежь, вообще всех на самом деле. У нас очень богатая страна, у нас очень странная страна. У нас понятно, какое будущее у детей там Сергея Иванова, Игоря Сечина, Ротенбергов, Миллеров. Понятно, какое будущее. У остальных будущего нету. Коррупция имеет очень страшные последствия. Одно из последствий коррупции – то, как у нас здесь, в нашем регионе, формируется власть. Скажите, пожалуйста, что нужно было сделать для того, чтобы сюда приехала эта банда альтернативно одаренных людей? Кто это такие вообще? Вот кто это? Мы знаем, они где-то здесь росли, они учились с нами в школах. Мы их знаем, они здесь. Кто это? Как они управляют этой республикой? Почему они управляют этой республикой? Почему они не дали шанса людям, которые здесь выросли, управлять этой республикой? Как они будут вообще ее управлять? Зачем они здесь? Это удивительно просто. И это самое страшное следствие коррупции, потому что мы не хозяева на своей земле. Нигде. Ни в Белгороде, ни в Сыктывкаре, ни в Новгороде приезжают какие-то непонятные люди. Управляют в каких-то непонятных интересах. Это самое страшное. Это лишает нас всех будущего. Здесь хорошо выступал молодой человек из коммунистического движения. Но он сказал одну, мне кажется, неправильную вещь, что студенты пришли, потому что стипендия. Студенты пришли не потому, что стипендия. Студенты пришли, потому что будущее, которого нету. Да здравствует хорошее будущее! И еще. Про путинцы любят говорить, что они представляют какое-то большинство. Поверьте, им никогда без административного ресурса, без денег, без подачек, без взяток никогда не собрать такой митинг в Сыктывкаре. Никогда!